Я думаю, что здесь сыграли роль несколько факторов. В первую очередь, конечно, было осознание того, что это украинская власть, а в Крыму остались украинские люди. Мгм. И, конечно, нужно иметь определенную политическую смелость, чтобы заявить, что мы отрубаем Крым от всех ресурсов, а вы там, украинцы, как хотите, так Да, мы и это часто переживайте. слышали, Хотя да, мы, что наши да, граждане там вот это наши все, граждане, да. да, Мгм. хотя, насколько я знаю, и я, как украинец, на то время живший в Крыму, и многие из украинских объединений, многие Да мои вы за коллеги были блокаду. говорили, да, что мы потерпим. Конечно, и наши говорили Наша там. задача Да. создать как можно более Конечно, неудобств конечно. оккупантам и так дальше. И поэтому мы согласны были терпеть. Вот, с одной стороны. С другой стороны, конечно, политическая нерешительность. Вот. С третьей стороны, действовали, конечно, и какие-то меркантильные соображения насчет того, что, конечно, можно электричество не отрезать, а продавать. И Там на, по, это, там по 600 фур стояло на и этих на трех. этом зарабатывать. Да. Мороженое львовское И на везли, этом тернопольское, зарабатывать. там что только не везли. Да. Вот. И снабжение тоже, значит, вот когда Мешковский период, когда говорили, что вот Украина снабжает с Херсонской области всеми и овощами, и всем остальным, и вся Украина везет в Крым, и Крым сам не проживет. Вот. Ну, Мешков собирался возить все это кораблями из России и так дальше. И уже позже у него родилась мысль о строительстве Керченского моста.